общем, печь на минималку поставил. Добавил чайник воды там. У меня как бы первый чайник, пока заварку там заварил. Все остальное немножко уже осталось. Ладно, сходим. Тулана не дождался. Не знаю, где он. Догонит. Нет, так пусть бродит, где хочет там. Ждать его уже смысла не вижу. Время идет. Погуляю. Печка дымится. Но приоткрыто и все. Хорошо. Идем. Такая суконка. Уже я несколько лет хожу. Как бы еще влезаю. Размер нормально. Так вот все это выглядит. И демисезонная еще куртка. Долго думал летнюю куртку, пиджак одеть или же демисезонный. Посмотрим. Налегке схожу. Схожу, наверное, по тропам, где у меня стоят капканы. Но я наживлять еще, настораживать еще не стану. Еще рано. Просто прогуляюсь, там рябчика посмотрю. Взял топор где-то, если что, там подправить капканы. Гвозди взял. Отремонтирую по пути. И все. Такие планы. Вообще здорово. Как будто тоже собака, вот как из цепи вот отпускаешь и бежит. Вот так же хочется вот просто ходить. Вообще класс. Северный ветер. Воздух приятный такой. И вот именно прохлада это для ходовой охоты прям великолепно. Вот где бездельники? Вообще молчит, не лает. Ни белок, ничего. Тишина. Ну, по дороге, наверное, куда-то ушел. Старый, ребята. Много воды. На лыжах хорошо. Ну, или в болотных сапогах там переходить. Придется вон там идти. Мне надо на другой берег как-то попасть. У меня вон там идет тропинка. Здесь как-то все заросло даже, капец. Неприятно ходить, конечно, тут. Думал, проскочу эту старицу, да нифига. Так. Маню рябчиков тоже молчат. Молчат, потому что их нету. Тишина. Тайга. Тоже вода. Ну и тропинка у меня. Как ни крути, здесь надо как-то перейти мне. Прям зачесы, я попал на свои зачесы. Здесь на лыжах я поднимаюсь. Вроде нормально. Вообще нормально. Воды мало и... Ну как, дно так плавает, но он крепкий. Угу. Тут у меня уже получается, вон там второй капкан. Уловистое место здесь. Тут у меня уловистое место. Не, одну куницу я тут ловил. Видать, тут ходят они.
зверюшки. Чагу увидел. Заберу. Да, чага. Что-то их совсем мало. Сколько уже иду. Такие небольшие кусочки вот тут есть. Будем брать. Вон они. Топор взял. Старый рюкзак. Прям очень много дичи в нем таскал тут. Опа. Один. Такие маленькие они. Ой, совсем маленький. Более-менее. Сразу чистить также буду от трохи. Лишний груз таскать не стоит. Вот и все. Что-то совсем мало, ребят. Будем брать. Опачки. Кусок тоже возьму. Эти оставлю. Труха там. Так, идем дальше. Ни взлетов, ни падений, ничего нету, блин. Очередная чага. В общем, немножко поснимаю, как я добываю чагу. Другого формата сегодня не получится. Птиц нет, зверей нет. Вот. Буду находить чагу, буду включаться. Здесь тоже так себе. Ну, посмотрим. Да, небольшой кусок, и вон там еще один. Вот и все. Еще сразу также буду чистить. Вот. Да, хороший. Лишний груз не буду таскать. Вот такой кусочек с размером рябчика. Все можно здесь хоть зимой, хоть летом заготавливать, добывать. У нас золото не моют. Золото у нас ягоды, грибы. И вот это еще добро. Не знаю. Главное собрать, а там видно будет. Так. Тулан не догнал. Сам по себе где-то ходит. Здесь потом направо поверну. Вдаль Старицы. Туда пойду. Солнце встает. Надо было пакет еще взять. Что-то не подумал насчет этого. Где-то с килограммчик получилось нам. Не больше. Зрители мои, пишите, комментируйте насчет, как сказать, такого видео, сбор чаги. Интересно, нет вам смотреть? Дальше снимать или нет? Я ягоды, грибы, грибы собираю, ягоды только для себя. А вот чага, вот просто интересно. Мне, скажем, нагибаться и целый день собирать, скажем, чернику, клюкву, бруснику мне тяжело. Я вот могу ходить
и на высоте что-то вот собирать. Делайте работу стоя, но не, как сказать, буквой Г. Вот, пишите, комментируйте обязательно. Если нравится, дальше буду снимать вот именно сбор чаги. Если получится, конечно же, я буду сдавать, хоть немножко какие-то деньги подзаработать. Ну и вам тоже новый вид, новый формат такого видео. Вот. Ладно, идем дальше. В общем, сейчас вот в данный момент я буду собирать чагу. Больше я не вижу смысла ходить даже по тайге. Места, вот, смотрите, великолепные. И рябчики тут обычно живут. В этом году птица просто ушла. Хором все. Разом сразу. Вот так бывает. Сезон какой-то вообще голодный в этом году. В тайге. Я, в общем, отклонился от курса. У меня тропа, где стоят капканы, вон там. Но параллельно вон там дальше идет. Я решил здесь пройти. Здесь, конечно, место черт ногу сломит. Вот тут я прошел. Совсем нехорошо ходить. Решил тут пройти. Здесь тягу посмотрю. А уже буду, когда ставить капканы, тогда уже и там тоже буду присматривать чагу. Вот. Вон там я вижу, я иду к цели своей. Что сейчас посмотрим небольшой кусок. Небольшой кусок там. Вообще, каждым разом интереснее мне становится вот просто искать, наблюдать. Ну и по пути здесь посмотрю место на будущее. Хотя не очень хороший вариант ходить тоже. Да, небольшая чага тут. Опа. Ну, чем богаты, тем и рады. Вот тут. Это будем. Опа. Шляпень. Как-то откалывается нехорошо. Может уже, ну, в принципе, не мерзлая еще она. Не мерзлая. Даже скажу вам, очень сырая. Опа. Вот так вот. Кусок маленький такой. Тоже возьму. Чищу. Ну, вот такой. Вот. Хороший. Скажем, прилично надо идти. Вообще мало их тут. Места попадают, где их очень много. А здесь в этих местах мало. Ну, сегодня день, наверное, положу на поиск и сбор вот этой чаги. Завтра уже с утра тоже на охоту вдоль реки, может, схожу. Вот. Идем дальше. Идти тут так себе. Вот бревно лежит. Бывает, по первому снегу увидишь следы, там белка пробежит или же куница там пройдет. Вообще даже и белок в этом году нет. Сейчас как-то странно все. Все мигрировало отсюда. Мигранты. Так. Ладно. Идем. В общем, ребят, не понимаю, куда я иду. Солнце я вижу вон там. Так. Восход. Юг там. Примерно вон туда мне надо идти. Потому что вот тут какой-то сосновый лес вообще появился. Что это вообще в стороне, там болотистые места. Ну, не болото, а вот именно сырое, вот как вот этот. И вот какие вот места прохожу. В общем, залез куда не надо. Издалека так смотрю, вроде нормально. И
кажется, что подъем идет. Иду, везде все такая сырость. Хрен пойми, честное слово. Да, заплутал я, в общем, не туда иду. Фух. Может, даже тропинку я проскочил, где мои капканы стоят. Потому что это сосновый лес, странно. Он в стороне, слева должен быть. Не, надо и туда идти. Иначе удачи не видать. Тут вообще гнилые места тут. И берез очень мало. Так, ладно. Потихоньку, помаленьку. Буду направо поворачивать. Ну вот первые следы. Наконец-то. Хоть живая душа есть. Белка. Вот он. След. Вот он. Белка бегала тут. Сегодня. По утреннему снегу. Там сосновый лес. Отлично. Я думаю, сейчас пойду вдоль соснового леса этого. И там будет какой-то ручей. Угу. Сейчас на какой-то ручей побежит. Ну все, пока. Больше ничего не было. Смотрите, как я спотел. Вот это да. Вообще неправильно я иду. Думал, солнце на востоке еще. Он уже, блядь, южнее повернул. Я, в общем, иду. Потом вроде нормальное место, как вот здесь. Вот. Прошел это место. И смотрю, опять поляна такая. Сосны там, в общем, сосновый лес. И такая была тень. Повернул направо. И солнце взял на правое плечо. В общем, шурую вот так. Не знаю, куда выйду, пока навигатор не достал. В общем, хрен пойми тут. Место, блин. Везде кругом старицы в одном месте. А здесь болотистый однотонный лес. Вот. Поверьте, просто-запросто можно заплутать тут и заблудиться. Очень много уже иду в холостую. Не надо так по березовой ельнику идти, а здесь сосновый лес кругом, вон там, вон они. Только что оттуда вышел из болота этого. Просто не понимаю, куда я пошел. Вроде знакомые места, но где-то ошибку сделал и все. Ладно, не сдаемся, идем дальше. Сейчас перекур небольшой, пусть немножко хоть подостынайделся, блин. Вроде выходил из избы, прохладно было, а здесь жарко. Увидел свои зачесы. Где-то вот тут он проходит. Вон там еще должно быть. Ну, видать, где-то я просто пересек свою тропинку, не заметил, вон они, зачесы. Да, вот тут. И здесь хорошие места. По идее, я должен, вон там должен был пройти. Короче, в Старицах я заплутал там. Вот мои зачесы. Вон они. Все, я сейчас опять на большой земле. Здесь уж точно нормальная дорога будет. Вот так вот. Фух. Так, ладно, сейчас вам влево пойду. Очередная старица. Перехожу, то есть. Ржавая вода вот такая тут. Видите, у нас скважине, если, скажем, сейчас насос подниму, один в один такой налет. Шел вот здесь, по этой стороне, там у меня капканы стоят. По идее, первоначально я хотел вот тут и пройти. А я ушел вон туда куда-то, блин.
А сейчас вообще солнца нету. Где-то пару часов уже хожу тут. Тулан меня не догнал. Вот так вот. Вот тебе и друг, помощник, товарищ. Ну, возможно, он будет ждать меня у избы. Я так думаю. Сейчас посмотрю вот этот уголок еще. Гляну. Вроде нормально. Штаны вот только сырые становятся, потому что трава высокая, кустарники. И там лежит снег, висит. Когда идешь, вытряхиваешь, и все прилипает просто в штаны. Ну вот. В принципе, такой пруто хороший. Но это не по пути, я редко здесь хожу. Можно сказать, даже и вообще не хожу. Если не ошибаюсь, это кап называется. Тарелки, посуду делали раньше. Древние века. Военное время. Мхом заросло все. Вот. Тарелки, а из этого можно даже большой тазик сделать. Здесь ельник, лес хороший. И даже наполовину стоят березы один к одному с елью. Но чаги вообще нету. Свистел, шел. Рябчики тоже не отозвались. Короче, пока ничего нового. Но приятно ходить по такой тайге. Это я сейчас, знаете, вот остыл так хорошо сейчас. А там я вторую, между прочим, уже старицу прошел. Я вот снимал одну, прошел, потом там оказывается островок такой. И второй раз прошел. А эта старица вот так зигзагом он идет. Теперь понял, как это все. Значит, когда-то здесь тоже шла река, может. Просто зигзаги кругом. Это много-много лет назад. Может, миллионы лет назад это все происходило. Вот так вот. Такое хорошее место. Большие деревья. Ну так, средняк. Не скажу, что очень крупные великаны. Берез просто навалом. Но вот видишь, не везде. Вот маленькая чага. Не везде чага выходит. Вон нам тоже кап. Кап. Известный глаз Марущи. Капают слезы на кольца. Ой, копье, кольцо. О, долгожданчик. Сколько шел, блин. Честно, долго сейчас. Просто офигеть, как долго шел. Вот. Долгожданчик, ребят. Все, буду чистить. Вообще чаги нету. Так, ну, что находим, все наше. Такс. Теперь я понял этот микрорайон такой. На живое дерево. Бывает чага на сушине, на пнях. А здесь это живое, хорошая чага. Также буду чистить. Прямо хороший. Что-то совсем вот мало. Не понимаю, почему их нету тут. Тут шлак, все нехорошее, убираем. Вот так вот. Все остальное годное. Конечно, предварительно, если для себя, это я от этого 10% только остается хороших. Это все, вот это я убираю. Только коричневый этот слой только беру. Ну, нормально. Идем дальше.
вообще уже расстроился. Нет, свистеть бесполезно. Следов, ни взлетов, ничего нету. Бесполезно, ребят. Завтра еще проверю у реки. Может, у реки где-то на ивах рябчики могут быть. Если там нету до ноября даже, до середины ноября даже смысла нету ходить. Подождем снега. Полметра снег выпадет там. Может, и косачи будут. А так пока чисто прогулка и все. Прогуляться, побродить, наслаждаться вот этим всем. Муравейник разбил медведь. Между прочим, медведи берлогу тоже в муравейник делают. Закапывают. Как сказать, выкапывают, потом туда заходят. Берлога, может быть, муравейника даже. Вот так вот. Но я ни разу еще не видел. Сколько охочусь, берлоги еще не встречал. Нормально вот такой вот большой берлог. За долгий путь, который прошел сейчас, вон оттуда вот где-то вот так поворот. Наконец-то нашел вот. Вот скажем, я если там прошел бы, вот за деревом, я бы его не увидел. Может, так много тоже пропускаю где-то. Вот так вот. И посмотрим, что тут у нас. О, один кусок. А второй. Такие маленькие еще. Опачки. Фу. Между прочим, сухой. Тяга сухая. Тяга сухая, дерево сухое. Вот так вот. Немножко снова нашел. Что-то совсем как-то как будто темнеет. Да, сухие они. Бересту еще надо брать отсюда лишнее. Ну вот и все. Очередная чага. Сейчас туда пойду. Сейчас уже, наверное, скоро на дорогу выйду. Потом по дороге пройду и снова в лес зайду. Лучше по тайге. Думал, рюкзак наберу. Да ни хрена не получается. Совсем нету их тут. Снова буду переходить старицу такую. Вы не поверите, вот каждый 30 метров такие повороты. Да, правильно я делаю, что перехожу. Потому что, как я понял, так, да ни хрена не понял. Или он еще куда-то в сторону. Не, лучше перейду. Да, правее идет. Нет, лучше по этому берегу пойду дальше. Потому что я могу в тупик попасть. Снова. Хорошие места, блин, травы много. Здесь болотные сапоги нужно. Сейчас мороз такого нету еще.
Ох ты, снег тает. Смотрите, как утонул я. В яму попал. Ну вот. Отлично. Сейчас, думаю, уже пока таких больших старец не будет. Да, куда-то он еще направо идет. Ладно, пускай идет. Засучьем. На березу сел. Засучьем. Не попаду. Почему-то не попал. И улетел. Еще перелетел. На березу тоже. Все, теперь улетел. Теперь улетел, все. Промах. Промахнулся я. Подошел, блин, в упор. Ну, стрелял буквально 25 метров, наверное. Вроде сучьев не было, но может быть. Какой-то... Что-то помешало. Так, куда я топор-то оставил? А, вон. И... Когда выстрелил, вот в оптику смотрю, как будто вот, птицу попало. А он через сучья так взлетел. Нет, не попал. Улетел. Вот так. Один шанс был и пропустил. Блять, полдня иду. Что-то я совсем заплутал снова. Думал, уже дорога здесь будет, а ни хрена. Дороги даже и близко нету. Вот так вот. Идем дальше. Ну, хоть одну птицу увидел, это ладно. А почему вот так? Первоначально он круто сидел, четко. Но вот, блин, передо мной такая небольшая елка была. Вообще ни так, никак не увидеть, да. Мешала елка. И я когда вот увидел птицу, взлетела и села, только смотрю, сойка, думаю. Потом смотрю, или рябчик. Не понимаю, кто сел там. Потом камеру нацепил на голову. И уже через оптический прицел посмотрел, точно рябчик. Повезло рябчику. Так что не каждый выстрел это даже с оптическим прицелом может попасть. И сейчас я дома там крутил оптический прицел, думал, блядь, все нормально. Вроде все нормально держал. Ну, обнулял там. Как бы у меня цифры там, чтобы на 0 поставить.
Надо по-новому в банку один раз бахнуть, посмотреть. Может и сам как-то дернул, не так прицелился. Всякое может быть. Вот. Где идти? Я уже все. Ну все так, навигатор придется достать. Вот однотонный везде одинаково. Старицы, лес, тайга. Где север, где юг, я уже не понимаю. Огроменная чага. Такая вот. Не знаю, как это срубить тут. Сухое. Дерево уже почти сухое. На вид большой, а толку ноль. Где-то чистить. Труха, короче. Не чистится, блин. Пружинит. Вообще, капец. Вообще труха. На вид большой, а... Грамм 150 на только. Толку от этого вообще брать не стану. Хлам. Я, ребят, на подходе. Наконец-то. Там дорога будет. Я должен был выйти очень далеко в стороне. Вон туда. А я вышел ближе к избушке. Намного ближе. Вот что значит, как сказать, без солнца, без навигатора, без компаса ходить по таким местам. Вроде смотришь, идешь, блин, думаешь в правильном направлении, а хрен. Ладно, даже в лучшую сторону мне, ближе к избушке, это вообще здорово. Тут чуть-чуть осталось. Вот видите, там на повороте избушка будет. Отлично. Ладно, хотел к речке сходить. Ну и нафиг. Пойду. Следы вот тулан. Прошел. В какую сторону он шел-то? Здесь бегал он туда. Обратно. Что-то не вижу. Снег этот потихоньку уже начал таять. Ладно, он, я думаю, возле избы уже ждет меня. Да, вот. Следы вон туда побежал. Ага.